Испытано на себе. Дорогие телезрители, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. В эфире новый выпуск передачи «Испытано на себе». И к 375-летию пожарной охраны России мы с Семеном решили пройти испытания в теплодымокамере. Ну а также узнать, как же устроена работа пожарных изнутри. Да, и для этого, Татьяна, мы приехали совместно в отдельную специализированную часть пожарной охраны. И для того, чтобы пройти нам испытания, поможет нам Яков, действующий сотрудник. Проведем небольшую экскурсию и также отработаем нормативы и проведем занятия в теплодымокамере. Замечательно, очень интересно. Можно пройти. Пойдемте. Испытано на себе. Вот мы находимся в помещении, это учебный класс. Здесь личный состав занимается, пишет конспекты. Также на доске проводится разбор пожаров. Тут больше образовательная работа Да. аналитика, вообще, разбор пожаров, это то есть тех пожаров, которые уже были. Да. Угу. Очень интересно. Класс-то, кстати, небольшой. Это, я так понимаю, те люди, которые, условно, сегодня на смене, да? Да. У нас на сутки заступает 23 человека, 22 человека. А курирует вообще это же именно специализированная часть, Да. специализированная пожарно-спасательная Да. часть. А в чем именно специализированность? Это то, что охват республику, да? Да, у нас Или как? У нас зона ответственности, вся республика. У каждой пожарной части есть свой район, подрайон выезда. Угу. А у нас вся республика. Мы ездим в командировки, оказываем помощь, допустим, ДТП. У нас есть машины, которые выезжают на ДТП, на любые другие оказания помощи. То есть это прямо каждый день, Да. в 9 утра в любом случае здесь? В 9 утра собираемся в классе, все пишут конспекты. После обеда мы ездим, отрабатываем оперативную документацию. Карточки, планы тушения пожара. На каждое здание составляется либо карточка тушения пожара, либо план. Если объект большой, составляется план. А этот объект откуда берется? То есть это уже... Допустим, здание построилось, новостройки. новостройки, допустим. Нет, уже не новостройки, уже если люди туда заехали, либо торговый центр, все, на него составляется план тушения пожара. То есть любое здание в городе, оно Да. Я вам диспетчерка как будем показывать. Я вам все покажу, там расскажу. Хорошо. И казалось бы, вот эти все знания, их же должен знать каждый сотрудник еще Да, на каждый этапе сотрудник. обучения. Благовременно, до работы. Но тем не менее, каждый день это обновляется, конспекты. в памяти все. Да, постоянно каждый день новые конспекты пишем. Каждую смену. Быть сотрудником МЧС – это учиться всегда. Да. Да, учиться, еще раз учиться. Да. Здорово. То есть, казалось бы, вроде бы такая, мужская работа, да, которая требует именно физической силы, а на самом-то деле, получается, половина дня всегда проходит Да, умственно тоже. в развитии, да, в умственном развитии. А скажите, женщины, вот если в процентном соотношении, работают? Работают, да. Работают диспетчерами, психологом, пожарный надзор. Испытано на себе. Мы находимся в помещении спортзал, где личный состав занимается физподготовкой. В 6 вечера у нас, согласно распорядка дня, есть занятия в спортзале. Каждый вечер в 6 часов? Каждый вечер. Это обязательно. Да. Но если, допустим, у вас сегодня было в расписании занятие подъем с переворотом, либо подтягивание бывает, то в этот час учебный мы идем в класс, в спортзал и занимаемся. То есть есть расписание, в котором указано, какие упражнения Вот у именно нас сегодня с гирями, допустим, мы пришли, все с гирями позанимались. Подтягивание, мы подтянулись. И нет никакого тренера, каждый Да, сам да, по себе. да. Каждый год проводится соревнования между подразделениями. По футболу, волейболу, пожарно-прикладному спорту, гиревой спорт идет, теннис у нас есть. Вот наши кубки. Вы прям поскромничали, небольшой старт. Я думаю, это предмет для гордости. Если посмотреть, здесь в основном первые места. Очень много. Да, первые 3 есть. Приятно понимать, что наши сотрудники МЧС, да? Да. А также есть у нас спортсмены части.
На доске почета, да? На доске Так. почета, да. А чтобы сюда попасть, это нужно... Это нужно очень сильно спортом заниматься. Да. Так, мы находимся в помещении, это пост ГДЗС. Здесь хранятся баллоны нажатым воздухом, предназначенные для работы в зоне НДС, непригодны для дыхания среды. Это у нас стоят на вооружении аппараты АП «Омега». Ну, судя по названию, Омега, скорее Мгм. всего, правительство России. Спасибо. Сколько он весит? 12 килограмм. Это вот 19 килограмм с собой нужно таскать. 12 килограмм, вот он. Ну, еще Ага. одежда плюс, боевая Ага. одежда и снаряжение. Есть индивидуальная маска для пожарного. Также имеется спасательное оборудование, предназначено для спасения людей. Ну, людей, животных также можно, допустим, на собаку можно будет одеть. Одеваете Как бы маску, подачите подключаете к баллону и делитесь кислородом, правильно? Воздухом. Да, воздухом с кем-то еще. Всё. Одели. Допустим, на пожаре, если нашли пострадавшего, подключаете спасательное устройство. С постоянной подачей воздуха. Все. Надевайте на пострадавшего. Да, идет подача воздуха. Постоянная подача воздуха идет. А, и здесь полностью обхватывает она, короче, да? Ага. Это чтобы дым не попадал, получается, создается герметизация. Да. Очень интересно. А сколько можно подключить к одному баллону вот таких? Один. Только одну. Да. И на сколько часов хватает такого баллона, если учитывать, Ну, если- что пострадавшим? Ну, да. Ну, обычная работа в аппарате в спокойном режиме на час хватает 60 минут. Ну, такой. Хочешь поднять, Да, попробовать? я бы даже померить хотела. Оп. Ой. Так, это у нас Давайте я держу. маска. Как правильно, противогаз можно? Нет, маска. Маска. Индивидуальная маска. Ого! Ну что, как Держать? ощущение? Как в первом классе с рюкзаком, да? Ну, очень-очень такой, ага, увесистый, тяжело. Готова на 5-й этаж с такой штукой побежать? Ну, действительно, для сотрудников необходимо иметь очень хорошую физическую подготовку, потому что с таким грузом еще и выполнять жизненно важные какие-то задачи тяжело. Поэтому неудивительно, что вы уделяете так много времени физической активности. Испытано на себе. Так, ну, находимся в гараже. У нас находится сегодня в боевом дежурстве у нас 2 АЦ, 1 автолестница. Начнем с автолестницы. Автолестница предназначена для подъема личного состава и спасения людей с высот, а также для подъема пожарного вооружения личного состава наверх. До какого этажа может дотянуться? Все зависит от местности. Если, допустим, возле дома большая тротуарная площадка, либо стоит земля, где нельзя установить лестницу. Ну а так, на высоту до 16 этажа достанет. То есть вот эта лестница выдвигается аж на до Да? 16. На 50 метров. И вот в полном обмундировании прям вот по этой лестнице Да, да. пожар. Также на автолестнице установлен лифт А, для быстрого подъема. то есть прям по ней лифт еще бегает, как Да, да. каретка, да? Сейчас на занятии как нет. Ну,
Я вам проведу на ней занятия, и уже будет видно. Попробуйте, опробуйте. Это автомобиль АСМ, аварийно-спасательная машина. Предназначена для оказания помощи при ДТП, при паводке. Вот мы приехали, допустим, на ДТП, берем такие ножницы. Но сперва произвели разведку, выставили конусы для обозначения места работы. Ну понятно. Произвели отключение аккумулятора, скажем так, обесточили. Все, в дальнейшем, если нужно, допустим, разрезать машину, такие ножницы Ничего себе ножницы. гидравлические. Гидравлическая станция для них. Ну то есть получается, это подключается, да? Да, да. Гидравлике. И какую эту толщину металла можно? Ну то есть машину легко. Машину, да, спокойно разрезает. А также, если мы приехали, оказание помощи тонувшим, у нас есть жилеты. Я так смотрю, генератор, да? Это... Генератор тоже, да. Приехали, если нужно свет, обеспечить место работы светом. Вот у нас есть генератор. Освещение на все случаи. Да. А это вот это тренога, это что? Тоже свет. Это что, прожектор повесить? Да, прожектор повесили. Осветить место работы. Как бы такая мини-спасательная станция совсем Так это и есть со всеми, да? аварийно-спасательный автомобиль. Должен управлять, смотреть. Да. Вот поэтому проводятся у нас занятия, пишутся конспекты. Ну, это у нас автомобиль на базе КАМАЗ, также предназначен для перевозки личного состава к месту пожара, оказания помощи. В нем имеется 3 вида лестницы: штурмовая лестница, трехколенная лестница и лестница-палка. Так. Лестница-палка это что значит? Лестница-палка такая раздвижная лестница. И так просто берешь, она тышк. И на ней также можно переносить пострадавших, либо разбивать стекла, штукатурку. Прям самой лестницы. Да, самой лестницей. А- Штурмовая лестница предназначена для подъема личного состава на высоту. Допустим, если трехколенную лестницу поставили, она достает в окно 3-го этажа, либо на кровлю 2-го этажа. А дальнейший подъем осуществляется штурмовой лестницей. Рукава на 125 подцепляются. Сейчас дальше покажу. Подцепляется сетка, и автомобиль производит забор воды с открытого водоема. То есть Сетка, это как фильтр. да, чтобы камни ничего в насос не попало. Также есть гидравлические ножницы, ручной насос, цилиндр односторонний. А цилиндр на стороне это что значит? Цилиндр односторонний предназначен для подъема плит. Если есть возможность запихать под плиту, цепляется. Если плита лежит, она ее поднимает. Плиту перекрытия, в смысле Да, вообще? плиту перекрытия. И также можно будет, допустим, если человека прижало, зажало рулевой колонкой, ставится под сиденье, упирается в рулевую колонку, если есть возможность, и также отдвигается. Как домкрат. Да? Здесь сидит начальник арула, командир отделения. Здесь сидит пожарный 1, 2, 3, 4. То есть 6 человек не в зависимости от масштаба пожара, да? Всегда да. приезжает группа вся. Да. Он так-то высокий. То есть... Значит, это поручень, да? Держишься и зашел.
Вот это для Часто. баллонов, да, вот этих? Да, для аппаратов. Если машина в боевом, Мгм. то личный состав сразу крепит себе баллоны, аппараты. И всё. А, ну то есть, получается, здесь стоит баллон вот с этими Да, лямками, и да, да. перед выходом тут сидишь, Да, одел и, да. и вышел. А, Совершенно верно. ну так-то продумано, оказывается, да? А то так-то, по идее, если здесь сидеть просто с баллонами всегда, не очень удобно. А тут, получается, есть специальное крепление для этого. Там была вспомогательная ручка, а здесь, Вот, здесь я сам вот вставила. снизу. Вот оно. А, вот. Сюда же можно? Да, конечно. Ага. Высоко сижу, далеко гляжу. Здесь, получается, между этой кабиной и той, здесь Частью. нет никакого ограничения. Это как раз для того, чтобы, да, Да. можно было. И тот человек... Командиром отделения либо начальником караула ставила задача личному составу Мгм. в То дальнейших есть действиях. командир, он руководит спасательной Да, операцией, и Да, все как бы ну, подчиняются, можно сказать, да, конечно. что скажет. Дело сделать. Раз. Раз. Эта передача испытана на себе. Прием. Кстати, очень чистый звук, да? Да, люди нас понимают. Вот. Раз. Мне так понравилось. Всё. Обратно. Она на магнитике. О, и крепится очень так надежно. Да, А здесь еще позывные указаны разные. Забираться сюда было не так страшно. Спускаться прям да. Страшно никогда. А подскажите, а есть какие-то ограничения по росту? Ну, то есть от от 170. мне точно не быть, да, сотрудником с моим 1,55 м. А тут подскажите, пожалуйста, получается, вот это вот, ну, лестница, да, то есть на ней спускаешься не передом, а Задом. так вот, да, Да. получается, задом? А, то есть я неправильно спускала? Нет, а там получается, смотри, здесь-то человек выходит с обмундированием, да, и его Да. вот как бы назад тянет. И как аквалангист, в общем говоря. Да, можно упасть. А с той стороны можно как передом, такие. Да. Испытано на себе. Сейчас мы с Семеном будем пробовать выполнить норматив. За 34 секунды нужно собраться и, собственно, выехать. Да? Расскажите, что, зачем же это делать? По команде выполнение норматива приступить. Личный состав одевает боевое одежду и снаряжение. Первым делом одевает обувь, штаны, потом либо подкастник, куртка, ремень, шлем и садится в автомобиль. Перчатки, да? Перчатки. На карабине все, да? Что, готов? Ну, я готов, нам хотя бы на троечку ставить, в лучшем случае. Можем, да, замерить секунды? Выполнение норматива приступить.
Уже неплохо. Минута 25. Минута 25. Минута 25 это вы уже А до этого было минута 48. Получается, мы со второго раза сократили наш выезд на почти 20 с лишним секунд. Ну, это успех, как по мне. для первого раза, в принципе, считаю, что это успешно. Особенно у нас вообще нет никакой подготовки, да? Ну, то есть, грубо говоря, нам показали, объяснили, как одевать. Мы попробовали это на время сделать. Честно говоря, я думал, мы второй раз будет дольше. Я, допустим, дольше одевался. Ну, это вот непредвиденные какие-то, да, ситуации, Ну, что-то да. где-то заело, заклинило. Получается, наличие опыта тоже, да? Да, опыт тут большое значение имеет. Я это очень важно. Так, сейчас мы что, не переодеваясь, отправляемся на занятия. А куда мы сейчас направляемся? Занятие с автолестницей. С автолестницей? Да. И что, техническое задание, это что, забраться, спуститься? Тоже на время? Нет, на лифте прокачу вас. О, давайте. Это интересно. Чувствую себя космонавтом каким-то, покоряющим Луну. И тепло. Еще тепло такое. Теплый, да, костюм? В нем, я так понимаю, в нем и тепло, И не холодно, и не жарко. должно В быть. нем очень жарко. Жарко? Ну, тепло А в точно. нашей да. зимой в нем очень сильно холодно. Холодно? Да. Но когда работаешь, стоишь, еще двигаешься нормально. Он невоспламеняемый, да? Да. И еще светоотражающий. Да. Еще большой очень такой. Многоразмерный. Слушай, ну очень интересно, да? Сейчас будем на лестнице. Интересно, мы на 50 метров? А мы на лифте еще прокатимся. Ну, на лифте, да. Да. Насколько интересно, высоко. Лестницей управляет водитель? Да? А как он понимает, запрос? Либо по радиостанции с ним разговариваем, и все. Ага. А, по радио, да? Берете с собой. Мне так хочется скорее попробовать. Сейчас будем устанавливать специальные рельсы, по которым лифт может спуститься гораздо ниже. Рельсы, это имеется в виду... Дополнительные. Сейчас. Ну сейчас посмотрим. Что, готовы к покорению высоты? Ох, честно говоря, очень страшно. Потому что, насколько нам уже известно, лестница может достигать высоты 50 метров. Но это сравнимо с 16-этажным зданием. Поэтому действительно очень страшно. И я так понимаю, наличия страховки тоже никакой нет. Вот. В общем говоря, собираемся наверх сейчас подниматься, да, по лестнице, по автолестнице. Но там всего 2 человека. То есть это обязательно инструктор, ну и кто-нибудь из нас. Я предлагаю подняться тебе, потому что у меня очень-очень сильная боязнь высоты и адреналиновые, скажем так, выбросы начинаются на высоте. Поэтому как ты на это смотришь? Я смотрю на это хорошо. Ну и замечательно. Да. Вот как раз испытаешь на себе вышку, лестницу полностью, вот, как это назвать, побываешь непосредственно в форме, в теле пожарного. Хорошо. Хорошо? Я? Ну. Сразу? Ну, говорит. Хорошо. Так.
Она прогибается, это Ничего нормально, да? страшного. Она не соскользнет же? Нет, нет. Так. Ой, боже. Нахождение здесь. А? Нужно будет пристегнуться к карабину. Пристегнуться, да. Куда? Вот вас карабин с этой стороны. Вижу. Вот сюда пристегивайтесь. Сюда? Ой, Вот. сейчас. Секунду. Готово. Ну, а куда нужно стоять лицом? Как нужно повернуться? Куда? А, вот правильно, да? Да, да. Видите, пристегнул? Очень страшно, правда, очень страшно. Вы просто не представляете. Ну все, смотрим, держимся. Держимся. Где? Вам Вот, сохранить это здесь. держусь. Да, готовы. А он быстро поднимается. Потихонечку. Все хорошо. Это стандартная процедура, да? Да. Это часто. Как часто происходит? Ну, в месяц? Раз в месяц производится занятие со спецтехникой. Обязательно. Да, Да? конечно. Как, ну, учение, да? Своего рода. А мы что, на самый верх поедем? А? Мы на самый верх Да. поедем? Это сколько? 50 метров? Нет! Здесь метров, может, 25. 25. Немного. Ой, ой, как страшно вниз смотреть. Ой, Здесь мы поднимаем мамочки. дополнительные рукава, что-то такое вот. Что? Поднимаем дополнительные рукава, ну, пожарные Ага, ПТВ. ага. Ну, когда, наверное, как, ну, цель Вот перед видите, тобой она стоит. остановится автоматически. Вижу. Вижу. Всё. Остановилась. С ума сойти. Как высоко. Ну, как-то все равно чувствуешь себя надежно. Конечно, Да? безопасности. Это Если вниз не безопасно. смотреть, если вниз не смотреть. Вам вообще не страшно? Вы настолько привыкли, да? 21 год работаю. Ну, да, конечно, тогда. А изначально было страшно? Да. Побороть страх помогла практика, да? Что вот Да, занятия, раз чем больше в месяц. занимаюсь. Ага. Я думаю, по мне видно, что это было очень страшно. Фу. Ну, наверное, когда перед спасателями стоит цель, уже играет, наверное, какой-то адреналин, и ты думаешь о спасении людей, о выполнении каких-то задач, которые перед тобой стоят, и нет Да, времени понимаю. раздумывать о том, что тебе страшно. Так. А вот когда спасатели сами спускаются, им тоже кто-то руку подает? Да, друг другу помогают? Да, нормально. Земля. Я на земле. Мы поднимались 25 метров в высоту. Видно практически весь город. Вот. Страшно, адреналин метров? зашкаливает. Но нужно понимать, что это в первую Ну, очередь, наверное, конечно, не 15, развлечение, не карусель, что это очень важное, нужное вообще изобретение. И с помощью него А? можно Вот сейчас и вот. нужно, и спасают еще одного. жизни людей. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, у нас только что прошли занятия на автолестнице, и сейчас наступает вот уже кульминационный момент наших занятий, испытаний, и мы сейчас в полном обмундировании пойдем заниматься в теплодымокамере. Теплодымокамере. Все, Так, одеваем. ну, одеваемся. Его держим. Очень тяжело. Подтягиваем. Подтягиваем. Так. Вот, лямочки. За них. Прям. Можно шевелиться и управлять. Такая тяжелая, да? Тут, До конца их
Оборудование. Поясные ремни. А. Застегиваем, затягиваем. Так, у меня второй... А, вот он. Так, да? Да. Это получается пояс. Затягиваю. И здесь тоже... Все. Маски берем с собой. Не женское, это дело. Расскажи таким телезрителям. Это учебно-тренировочный комплекс ГРОТ, предназначен для занятия личного состава, имитирующий зону НДС. В нем будет дым и шумовые эффекты. Перед входом в НДС командир звена доводит до личного состава боевую задачу, дает команду на проведение боевой проверки дыхательных аппаратов. Все. Боевая проверка проводится визуально. Целостность маски, исправность звукового сигнала. Так, а звуковой сигнал это? Вот он свисток. Вот он. Давление сколько? Так, а сколько должно быть? Тут у меня... Минимальное давление 260. Так. Подгоняем снизу вверх. Подшасник надо снять. Надо снять его, да? Да. Он потом сверху одевается. Так. Короткая, да, начинать? Да. Ты снимаешь же сначала. Можно снять, можно вот туда закинуть его, потом одеть. Все? Нормально? Пошлите. Одеваем шлем. Нет. Подтащите, кто-то снимаете, вот так одеваете. Потом сверху. Вот у меня, смотрите, как у меня одето. Друг другу помогаем. Трубу человек залез, не двигается. За пятки его толкаем. Следующий также. За пятки. Залез. Руку подал, вытянул себе. Краги одеваем. Я первый, вы вторая. Третий, ты замыкающий. Не торопимся. Все в порядке? Выйдите сейчас. Могу звук убрать, тогда вот без звука будет нормально. Она выходит.
Все нормально? Нет, да? Это очень страшно. Я не могу. Испытано на себе. Что ж, дорогие телезрители, я не справилась с этим заданием. Зашел Семен, а после него по очереди была я, и закрылась почему-то дверь. Я его из виду вообще потеряла. Там очень темно, то есть вообще ничего не видно, очень густой дым. И плюс очень реалистичные звуки. Я очень испугалась, мне стало страшно, и я вышла. В общем, я не справилась. Мы сейчас в комнате, кстати, из которой можно наблюдать, да, из которой ведется вообще управление этой теплодымокамерой. И здесь, в принципе, точечно видно, кто где находится даже, да? Очень сложно здесь проходить. Во-первых, очень сложно, потому что ничего не слышно в этих масках. Вообще и ничего не видно. Если, допустим, дать свет еще более-менее, а так если представить в темном помещении, это очень-очень на самом деле даже страшно. Вот такое себе сложное занятие. Можно, грубо говоря, с завязанными глазами пробовать. Кислородный баллон, ну, воздушный баллон. Сейчас идут выходы. Это как настоящий лабиринт. Двери открываются, закрываются. Испытано на себе. Где еще один боец? Ну как? Ой. Короче говоря, в этих масках вообще ничего не слышно. Этот воздух идет. Мало того, что темно, дым идет. Молодец. И вот это. Я тебя поздравляю. А ты что? А я не прошла. Я вышла буквально практически как только зашла, потому что мне стало очень страшно. Да? Я потеряла тебя. Я не видела, где ты. Я не понимала, куда мне идти. Я слушала вот эти крики. Ага. Ну да, крики такие непонятные, правдоподобные, неправдоподобные. Кто орет, что орет. Еще главное, капитан, когда... Ну, капитан, как правильно? Командир звена, когда кричит, вообще не слышно. Из-за того, что воздух идет, идут еще эти звуки, якобы, ну, имитация, да, жертв пожара. И вообще там все начинает путаться. Какая-то клаустрофобия в фоне. Со всех сторон все закрыто, непонятно, вверх, вниз, с этой каской, влево, вправо. Ты большой молодец, ты справился. Слушай, ну я оставил где-то перчатку. Я тоже, пойдем поищем. И где-то местами нужно вот эту штуку снимать. Потому что в трубу я не смог залезть. Ну или может не надо было ее снимать, но просто... Все правильно сделал. Да, мне подсказали. Снял, вперед его потащил, продвигаешься. Все, если, допустим, ты днем залез и идешь, допустим, ну не первым, командир звена или следующий перед тобой, кто был, ногу протягивает, ты за нее держишься, он тебя вытягивает. А если ты идешь первым, залезть не можешь в трубу. Ну, пролезть туда до количества состояния. Застрял тебя просто сзади, толкаешь ноги, и ты продвигаешься дальше. Ну да. Ну, прямо отрабатывать нужно эти маневры.
очень долгоупорный. Да, в общем-то, я застряла вот этой штукой, потом испугалась, тебя потеряла, понимаю, что я создаю затор, да, за мной как бы вот тоже человек идет. И я, короче, решила уйти, тем самым тоже подставив, да, пришлось выйти, меня пропустить, потом обратно Я заходить. не знал, куда идти, там заблудился сам светом. Ну, это из-за того, что вот я. Поэтому, когда темно, если со мной идет простой друг за друга, да? За ногу держишь, и вот ты двигаешься. Ну, не отстань, не отстань. Слаженная работа. Если ты отстал, то ты потерялся. Дальше не выполнил. И, соответственно, будет искать тебя. Это у нас еще сейчас свет дали. Поначалу-то света не было, вообще не было, непонятно. Можно подснять сейчас. Вообще ничего. А когда Свет потом отключили. Со светом там хотя бы видно, дым. Там. Я, да, потерял, сейчас пошел искать. Мне интересно, чего я испугалась. бывает такое, что провода пройдут поверху, и когда пожары они провисают, и там ты тоже запутаться можешь. И там страшнее. А фонарик можно? Конечно. Так, заходим вот в дымокамеру. Ага. Тут, в общем говоря, такие лабиринты. Будем пробовать проходить. Тут местами нужно лазить прямо по трубе. Такой вот. И искать выход. Это сразу с первого раза не найдешь, все двери открываются, закрываются. Довольно сложно. О, имитация звуков. В общем говоря, я попробовал пройти второй раз со светом. Сложно все равно. Ну, по крайней мере, то, что один раз прошел, да, то есть, знаешь, вот где лево-вправо уже запоминаешь. Если постоянно заниматься в одном и том же помещении, то понять можно. А так навыки того, что правильно согнуться, лечь, где-то там подползти, это все, ну, это навыки, которые нарабатываются долгим и упорным трудом. Еще этот звук прямо накаляет всю обстановку. Даже без дыма и по свету этот звук прямо накаляет. Испытано на себе. Ну что ж, вот и закончился наш сегодняшний съемочный день и испытания. С большой уверенностью могу сказать, что сотрудники МЧС – это просто герои нашего времени, потому что выполнять такую сложную работу, это нужно, наверное, иметь действительно призвание, чтобы помогать людям, спасать людей. И, в общем, я физически устала, морально устала, и мне очень сложно собрать свои мысли в кучу. Я думаю, ты добавишь. Ну, ты у нас, главное, покорила высоту. Единственная из нас, кто поднялась наверх. Да? Ну, то есть я не поднялся, а ты вот поднялась, посмотрела прямо своими глазами, как все это происходит. Ну, довольно... Я считаю, что все-таки сложно, если в полном обмундировании все это делать. Ну, в свою очередь могу сказать, что я поднялась, но я не смогла пройти теплодымокамеру, а ты смог. Ну, с трудом. Тоже я бы сказал, что с трудом. Я просто точно знал, что это именно испытание, да? Ну, то есть это именно имитация настоящего пожара. А если вот в реальных условиях, не дай бог, в такой ситуации оказаться, там вообще абсолютно ничего не понятно. Где лево, где право, вверх, вниз, кто идет, откуда орет. Еще и самое интересное, то, что ты в маске, из маски идет воздух, ты вообще не слышишь ни командира, никого. По идее, нужно снимать маску и услышать, но так ты потеряешь, ну, скажем так, жизнь, да? И это очень-очень, на самом деле, сложно. И вот ты правильно отметила, что это герои нашего времени. Мало того, что физический труд, да, целыми днями, еще и каждый день свои умственные способности развивают за счет обучения. То есть вот мы уже узнали, да, то, что они каждый день пожарные проходят
обучение, пишут конспекты, изучают новое, анализируют проведенные пожары, то есть развиваются. Вообще, в целом, я всегда думал, что это, пожарный поехал, потушил пожар, довернулся. Ну ладно, там где-то есть риск, опасность туда-сюда. Но на самом деле тут сами тренировки, вообще это уже сложности. Сама работа заключается в сложности, в принципе, насколько я понял. А так считаю, что в рамках проекта «Испытано на себе» мы, в принципе, прошли испытания, хоть и по-разному, да, то есть вот... Частично, да. скажем, но мы справились. Давай, держи. Дорогие друзья, на этой позитивной ноте наша передача подошла к концу. До новых познавательных встреч. До встречи. Испытано на себе.